Любые различия между людьми не должны быть причиной для противостояния. Слова, которые в Тбилиси произнес Папа Римский, услышали далеко не все. Еще до начала мессы у стадиона собрались несколько десятков активистов из ортодоксального движения «Союз православных родителей» во главе со священнослужителями Грузинской православной церкви. Они пришли, чтобы не позволить понтифику оскорблять православие и пресечь попытки обратить Грузию в католицизм. Но тех, кто пришел послушать папу, оказалось больше. В общей мессе приняли участие несколько тысяч человек. Откройте свои сердца для Бога. Если дверь закрыта, то туда не проникает свет, и мы остаемся в темноте. Так мы становимся пессимистами, не верим в перемены и утопаем в печали. Как бы много зла мы ни совершали, мы все равно остаемся детьми Бога. Он хочет взять нас на руки, уберечь от опасности и зла, так же, как мать берет груз и тяготы своих детей на себя. В своем выступлении понтифик подчеркнул, что женщина занимает особое место в богатой сокровищнице Грузии. Грузинские матери и бабушки хранят и передают веру, принесенную сюда святой Нино, отметил папа. Приезд папы – очень большое событие не только для грузинских католиков, но и для всей страны. Это великий день. Я надеюсь, что Европа, Ватикан разделят нашу боль, оккупацию наших территорий и не оставят нас одних. Оккупация грузинских территорий – тема, которая поднималась практически на всех встречах политического и духовного руководства Грузии с понтификом. Мы всегда чувствуем твердую поддержку Ватикана. Мы чувствовали ее и в самые сложные моменты, например, во время военной агрессии России в 2008 году. 20% нашей территории оккупированы, 15% граждан являются беженцами. Их изгнали из их домов только потому, что они этнические грузины. Но мы выбрали мирный путь развития, и только так мы обязательно добьемся объединения страны. За 25 лет независимости в условиях обретенной свободы ваша страна смогла построить демократические институты и доказать их эффективность. Вы стремитесь вперед, и это стремление, к сожалению, потребовало больших жертв. Но вы продолжаете защищать свою свободу. Желаю вам, чтобы все члены вашего общества обрели и сохранили мир. Внимание понтифика на проблему оккупированных территорий обратил и патриарх Грузии Илья II. Принимая гостя у себя в резиденции, предстоятель Грузинской православной церкви назвал папу «любимым братом». До этого патриархия распространила заявление, в котором призвала всех недовольных визитом папы к спокойствию. Однако воззвание не помогло. Те же люди, которые собрались сегодня у стадиона, вчера устроили акцию протеста у трассы, ведущей из Тбилисского международного аэропорта в город. Участники акции держали плакаты с надписями «Ватикан – духовный агрессор». Сам папа никаких комментариев по этому поводу не сделал. Визит понтифика в Грузию завершается завтра. Завтра же папу Римского ждут в соседнем Азербайджане. Зветом Чедлишвили, Тбилиси, Грузия, специально для настоящего времени.